Информационно-координационный центр у нас в нашем обществе муссируется больше 2 лет. Это вот с того момента, как было подписано в ноябре 2014 года соглашение о стратегическом партнерстве, большое базовое соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. В одном из пунктов там четко было прописано 2 соглашения. Это соглашение о создании информационного координационного центра, и второе там соглашение о материальном, если я вот дословно могу ошибиться, о материально-техническом обеспечении работников, денежном довольстве работников МВД. Вот. И вот эти 2 соглашения, они до сих пор не подписаны. Хотя на это отводилось и абхазской, и российской стороной 6 месяцев. Я еще, будучи депутатом парламента, к нам приходил министр внутренних дел тогда, Лолва, вместе с представителем МВД Российской Федерации, был такой Терентьев здесь, очень активный товарищ, который решил встретиться с депутатским корпусом, и он начал объяснять нам, что информационно-координационный центр создается в составе до 400 человек, с правом оперативно-розыскной деятельностью. Это означало там и следствие, и камеры предварительного заключения. В общем, второй МВД создавался. Честно говоря, я был один из тех, когда на полпути мы его остановили. По большому счету, если вещи своими словами называть, мы его выставили просто с парламента. Это первое, почему мы ему объяснили, почему это было. Потому что вы можете себе представить, у нас где-то 1500, около 1600 личного состава, и оттуда выдернуть 200 человек личного состава с заработной платой, как он нам говорил, свыше 100 тысяч, туда уйдут лучшие из лучших, и что от нашего МВД останется? Это было просто разрушение этой системы, все это, и тогда на этом этапе все это захлебнулось вот в такой. Но стороны продолжали работать. И мы тогда четко в парламенте перед исполнительной властью поставили задачу. Информационно-координационный центр должен соответствовать своему названию, только своему названию. И никаких других функций этот центр не может исполнять. Самое главное, и мы это принципиально ставим на первое место, это борьба с наркомафией. Вы прекрасно видите, в каком состоянии у нас оборот наркотиков. Вы видите, мы информируем вас постоянно о наших каких-то успехах в этом направлении. Я могу сказать, за последнее время мы как-то давали 28 человек, которые завозили, распространяли наркотики, нами арестованы. И поймите правильно, как бы мы ни старались, какие силы нами не были брошены, не только Министерство внутренних дел и службы государственной безопасности, но без помощи наших российских партнеров мы просто не смогли, по большому счету, сдвинуться с места. Прекрасно мы осознавали, что надо создавать этот центр. В общем, юристы и МВД, и администрация президента, и российская сторона уже больше полгода как подготовила вот тот проект, который сегодня был подписан. На наш взгляд, этот документ полностью соответствует нашим национальным интересам. В этом соглашении мы не видим ни одного пункта, где он противоречит основному нашему закону Конституции Республики Абхазия или каким-либо другим законам. То, что, забегая вперед, там партия Айнар пытается озвучить, что я там пренебрегал встречи с депутатским корпусом и тому подобное. Я за время, что я министром внутренних дел, 2-й раз в парламенте был. 1-й раз, когда я пришел попрощаться со своими коллегами, я около 2 часов с ними беседовал, они живо интересовались, какая ситуация в МВД, я только приступил к своим обязанностям. И там вот на этой же встрече Алмаз Дёпа попытался вот про это ИКЦ что-то сказать. Мы ему сказали: Алмаз, я одно, что материала еще под рукой не имею. Если вы хотите, мы в любое время, когда вы пригласите, мы придем и будем с вами на эту тему разговаривать.
Я несколько раз звонил спикеру парламента, какие вы поправки внесете, если какие-то изменения и тому подобное. И никаких, за все это время, никаких изменений нам прислали. Многие депутаты знали о том, что мы сегодня подписываем это соглашение. И буквально накануне ко мне обратился депутат парламента Батал Иванович Топагу, который попросил прийти в парламент. Я приехал туда, там их было человек 12-13 депутатов. У нас очень живой обмен мнениями состоялся. Кто-то понял, а кто-то там как бы на своих позициях остался. Он сказал, что одно, что данное соглашение уже прошли МИДовские чтения, данное по соглашению все инстанции прошел, она только готова к подписанию, его не обсуждают уже. Это процедура такая межгосударственная. Очень, больше чем доволен. Не только подписанием. Мы сегодня принципиально договорились о втором соглашении. О денежном довольстве работников Министерства и материально-технического обеспечения. За понедельник прилетают специалисты из Москвы, которые вместе с нашими специалистами будут просчитывать. Это не только российская сторона, там впервые между Российской Федерацией и Абхазией софинансирование. Мы впервые уже начинаем принимать участие в финансировании наших правоохранительных структур. Я вам могу сказать одну вещь. Мы много говорим все, наш народ не знает. И мы, это политики, всегда стараемся аккуратненько от этого уходить. Откуда же деньги? Кто финансирует Министерство внутренних дел? Кто финансирует Министерство обороны? Службу государственной безопасности? Все эти наши силовые структуры. Там, в грудь себе стучать, что мы независимое государство. Мы имеем на это моральное право. По одной простой причине мы свою независимость с оружием в руках защитили. Но сегодня кто силовой блок обеспечивает? Кто вообще платит зарплату? Мы аккуратненько пытаемся от этого уходить. Но народ не всегда знает. И когда мы бюджет принимаем, там аккуратненько, не озвучиваем до конца. А я могу вам сказать, и открыто, может, я первый политик, кто это открыто скажет, что весь силовой блок с 2009 года финансируется из бюджета Российской Федерации. Нам надо все своих средств находить, потому что вечного ничего не бывает. Когда-то эта сказка тоже может закончиться. И мы можем, понимаете, и нам за это надо всегда, понимаете, искать формы собственных средств. 20 с лишним лет мы все, кто не имел, не имеет, кто имел, ничего не хочет взять. Это всегда в мировом мире всегда было так. Тот, кто ведет активный образ жизни, это имеется в виду бизнес и все, они должны платить налоги. А налоги всегда переходят к пассивным, пенсионерам, детям и все остальное. Но вот насколько мы платим налоги, так и наши пенсионеры и дети обеспечиваются. Если уже мы дальше пойдем, там уже я не говорю о охране государственной границы, и обо всем том, кто это платит, всем понятно, да? Вот. И говорит о том, что мы какие-то чьи-то национальные интересы придаем, это просто больше, чем неправильно. Данный информационный координационный центр подчиняется, он межгосударственный центр, но она подчиняется Министерству внутренних дел, министру внутренних дел Российской Федерации и министру внутренних дел Республики Абхазия. И сегодня российская сторона после подписания еще раз официально подтвердила, что первым руководителем этого центра на 3 года будет представитель абхазской стороны. Нам об этом еще до этого говорили. Максимальный личный состав данного подразделения 20 человек. 10 с абхазской стороны, 10 с российской. Но это максимально. Это когда этот центр в полном объеме. На первом этапе это где-то будет 5-6 человек, может быть, с обоих сторон. Абхазская сторона, роль абхазской стороны в материально-техническом обеспечении данного центра, это рядом с нами стоит там разрушенное здание, которое у нас на балансе. Мы вот это разрушенное здание передаем под баланс, а российская сторона его ремонтирует. Это наша роль в этом ИКЦ. Но ИКЦ полностью подотчетна, так же, как она министру внутренних дел и Министерству внутренних дел Абхазии. Так что она, это структура, которая напрямую подчиняется министру внутренних дел. Наша задача и того, чего они через этот центр на первом этапе, что
они обещают, не то что обещают, они готовы сегодня же, как центр пойдет, вот как здание будет отремонтировано, криминалистическая лаборатория, которая нам крайне необходима. Понимаете, вот первое, они вот дадут нам вот это. И вы поймите одно, многие наши преступления очень трудно раскрыть без этой лаборатории, современной криминалистической. У нас что-то там есть, дедовский, он, понимаете, абсолютно никакой. Это многомиллионные расходы на эту лабораторию. И главное в нашей задаче, я принципиально поставил задачу, это борьба с наркотрафиком. Реализация наркотиков идет с территории Российской Федерации. И в основном это занимаются лица абхазской национальности, которые не живут здесь. Это находится в Сочи, в Москве, в Ленинграде. Это все, вы понимаете, все это идет через интернет, через Киви кошелек и все остальное. Но, смотрите, что в последнее время происходит. Появляются молодые люди, 19-20 лет, у нас их несколько групп, которые уже сидят. С Российской Федерации их прямо засылают с наркотиками, и они, понимаешь, занимаются закладкой. Крайне сложная ситуация, это не так легко вычислить и не так легко отследить. Но есть, слава богу, технические возможности наших российских партнеров таковы, что меня это вселяет надежду. Время покажет. Как только, да, вот если что, мы все равно, мы не скрываем ничего, кто бы что там ни говорил, там, байки рассказывать, что там человек, там, я извиняюсь, там лошади, там, Зида писала, вот, мне понравилось, как это все было написано, честно говоря, ребята, это нереально, мы даже пробили по нашей таможне, и с российской таможни, этот человек ни одной лошади в Абхазию не завозил с начала года. Он действительно бизнесом этим занимается, он известный бизнесмен, он занимается, его лошади скачут, чемпионами России были и все остальное. Но ни одной лошади этот парень не завозил в Абхазию. Ну, кто-то это написал, вот теперь вся Абхазия мыслит. Теперь докажи, что это не так. Когда такие сигналы и по техносиле, и по этим... Вот. Когда к нам поступают такие сигналы, мы обязательно проверяем, не только с абхазской стороны, и с российской стороны. Но если ни одна лошадь им не завозилась в Абхазию, кто-то же это придумал. Если еще лошадь заходила бы, мы еще могли бы. Но это же немножко несерьезно. Когда это приблизительно все начнет работать, какой срок? Это начнет работать, как ратифицирует наш парламент. Российской стороны данный договор, ратификация не нужна. И до того надо сперва создать базу, создать здание, отремонтировать, людей набрать, соответствующие, понимаете, аналитически, вы не думайте, что так легко аналитиков в структурах, это люди опытные, знающие, умеющие, это действительно серьезный центр. Вот, по Абхазию отстойникам преступного сообщества никто не даст. Яшума Урстыла Гана Филоцентр Джаус Зурны Юала дипломат статус Шилому. Нас Ю и Рубри Апсне Запан Чидахуму. Намо. Ты вас Апсне хот Пентхарзер. Пентхарзер Апсне. А то милата он пияо, Эйпшахат Резбо. А пограничник с Рома. Арва Рома, Ростован Пиало, я статус Рому. Хунизкюгин, он забрил статус Рому. Абартержуюки, алоги, убрил статус Рому. Псна, Ростул, он ход зику, ханткару. Харту Ростула Халазер, Халазтики, уебщико статус Арирозумст. Лукама. Урезаханов, ханткарзер, а ханткар якшахатла яо, ауажвар. Абриуа статус и хаблагирму, уяпсва ахаламацрукца. Ханткар раисико зиге. Анфиубхала, урстула хахарти. Урстула хазана ханрыма забра миротворец шунукозу, епшико статус рымадзимастуй. Потому что харт ханткарца с харт кедзомаст. Уже хахан ханткарха, ашико ва, арепшико статус рмовар кола шамац. Ха пснама царукзу. Ханткару сихуко и хаблагиусу бизу. Толк вообще старых суток. Нас дополнение генерального центра Усура, Псна прокуратура Хада, Ахолш Ахара Зинаму. С Бама мой центр, министр, юницкий министр и нападца Икозер. Харта Сарасусура, прокуратура на Пхагарар Тозер. Рис нападца Ико структуру.
Зин злоамла. Очень благодарен вам, извиняюсь, мы так бегом, потому что столько всего этого навалилось за этот короткие дни. В ближайшее время уже составы определены, там это и Министерство юстиции, и Генеральная прокуратура, и Общественная палата, и все наши журналисты будут приглашены на уничтожение наркотиков, чтобы вы это знали. Вот. Это периодически делается, но делалось это немножко в более закрытом режиме. Мы это делать будем впредь публично, чтобы вы это знали. Будут уничтожены те наркотики, которые, как говорится, уже материалы, там лежат и будут еще лежать материалы, которые 10-летней давности, 15-летней давности. Ну, мы там вам объясним, почему это все так. Пока, если судом окончательное решение принято, вот эти наркотики будут уничтожаться. Кстати, я хочу вас проинформировать, что вчера ночью нашими оперативниками в селе Дурипш был задержан особо опасный преступник по фамилии Блаб, который в 2012 году, если я не ошибаюсь, из-за никакого побега его вывели со здания тюрьмы, повезли к себе в Гудауту домой и выпустили. Вот. И он уже 5 лет, он очень вооруженный, постоянно очень опасный, но в итоге наши оперативники сработали очень грамотно, с ним ничего не случилось, и наши сотрудники живы, он задержан и водворен в ВВС. Человек, который, если вы помните, опытные наши журналисты помнят, в 90-е годы, когда в Гудаутском районе нападение на миротворцев, несколько человек было убито. Вот он один из тех, кто принимал участие в этом вооруженном разбое, где погибли несколько миротворцев наших.